Салем, хурматтуу достар. Мы решили покататься на катамаране, а так хотели, конечно, на катере. Но сейчас, подождите, покажу-ка. Вот такие катамаранчики, видите, двухместные пластиковые. Ага, это спасательный катер, оказывается. Вообще на катерах разрешено с 1 июля только кататься. Поэтому вот мы будем работать ногами. Мы так. Хотелось, конечно, на катере, потому что, грести все равно сложно. Но ничего, сейчас будем показывать вам Байкал. Нам выдали вот такие железные, потому что пластиковые только двухместные. Но сейчас душа управляет. Ага, как тебе? Хорошо? Как, сложно, да? Да? Вообще едут парни вообще. Веселые парни с утра с пивами. Так, смотрите, красивый, чудесный Байкал. Вон. Друзья, мы едем, мы плывем. Смотрите, как красиво. А мы хотим пересечь вот эти камни. Ника еще видела кое-какие такие красивые камушки. Сказала, едем туда. Катамаран стоит 350 рублей в час. Умножаем на 6, это будет... Сколько у нас? 2100 тенге стоит 1 час на катамаране. А издалека вот эти бетонные камни смотрятся как, не знаю, как исторические какие-то камни. На самом деле это просто бетонные балки. Вот, едем. Ребят, смотрите, внизу что-то есть. Какие-то балки, так страшно. Настолько... Вот, смотрите, еще что-то лежит. Надеюсь, мы тут не застрянем. Я вообще... Да, точно, да? Да, но все равно место немножко страшно. Я очень не экстремальный человек. Хотя... Смотрите. Вот такая глубина. Кстати, ребята, Байкал является самым сейсмоактивным местом в России. Ага, ну, достигает до 5 баллов. А в комментариях под вчерашним влогом писали то, что нерпочки еще в Актау водятся. Очень хочется их посмотреть, очень интересно. И вообще в Актау там говорят очень вкусный шубат. Можно самсу с верблюжьим мясом даже съесть. Так что Актау уже в моем списке городов. Ну, я вообще-то хотела все города посетить, потому что по Якутии мы тоже также практически во всех районах побывали, все посмотрели. И действительно, это очень интересно. Вот. Ну все, мы обратно. Сейчас покушаем и в путь. Я вчера, оказывается, забыла отснять домик, в котором мы остановились. Это вот такой домик. Не обольщайтесь, что он двухэтажный. Ага. На самом деле заходишь, сразу лестница. Тут другие гости, тут мы были. Ага. Так, ну что, изнутри было очень классно, комфортно. Ага, чисто, опрятно. А так мы вчера сильно устали, поэтому решили, что нет, мы все-таки не успеем ничего отснять и уснули. Сейчас мы собрали камушков с Байкала. Вот такие вот везу маме. Покушаем, и мне нужно поработать. Созвоны с клиентами все равно продолжаются. Ага. И потом хорошо бы поехать уже кушать бузы. Ну все. Идем. Что? В том кафе, оказывается, работает с 2 часов. И цены кусачие. А мы приехали в бурятско-монгольскую кухню. Сказали, по отзывам сказали, что тут вкуснее, чем
у соседей. Так, друзья, мы заказали, посмотрите. Сидим, кушаем. Так, Ника взяла ту. Я забыла, как это называется. Суп называется. Ну, он... Хирмаса. Хирмаса. А, хирмаса у меня же. Хирмаса у меня. Это суп с потрохами. Ух ты. Посмотрите. Потроха. В Лагисе увидели то, что этот... Ника увидела отзывы о том, что вот у них лучше, чем вот у кочевника, поэтому мы пришли. Ну, конечно, кочевник там стоит впереди, и все там тусуются. А скоро прибудут бузы по-монгольски. А этот ребенок взял цезарь, салат цезарь с курицей. Господь, надо было тут это национальное надо кушать. Угу. Но бузы взяли все, будем пробовать и покажем обязательно, где. У Ники вот национальный суп тоже, но без картошки. Другой суп был с картошкой и без лапши. Мясо вообще мягкое. Очень вкусно. Ну, как якутский наш суп, ага, потроха. Они тут кусками прямо. Угу. Единственное, что отличает, домашняя лапша, конечно. Вкусно. Ребята, вкусно. Горячий такой. Это стоит 270 рублей, где-то 1800 тенге. Очень вкусно. Горячий, горячий. А я люблю прям горячее. 270 у тебя. Ага, 270. Шулен из говядины. У Ники шулен из говядины. Суп, мясо мягкое, да? Вот потроха, посмотрите. Бузы, сейчас покажу. Смотрите, это бузы по-монгольски. Спасибо. Это волна, другая лепка. Да, монгольская лепка. Тут тесто потоньше, чем у других буз. Да, это же... Хочу пробовать сразу. Да? Ага. Суп почти закончила. Вообще хорошо. Это обязательно подавать суп с потрохами в очень горячем виде. Мне это очень понравилось, потому что он же, когда остывает, такой не очень становится. И прям тут прям очень горячий подали. Еще он до сих пор горячий. Угу. Просто в 30-градусную жару мы пьем очень горячий суп. И запиваем все это горячим кофе. Все, у нас сбылся. Ника, как тебе суп? Очень вкусно. Как тебе цезарь? Что последнее осталось? Я люблю это. Еще огромная, нет? Вкусно. Вкусно. Буду. Вкусно. Тебе как? Вкусно? Суп вкуснее. Вкуснее. Бузу очень хороший. Вкусно.
Итак, друзья, время 3:30 дня. Мы должны были выехать уже давным-давно, но я заработалась, уработалась, люблю свою работу. Приду в субботу. Вот такая темка у нас. Вообще, очень понравилась бурято-монгольская вот кухня, кафе. Вкусно и очень по приемлемым ценам покормили нас. И что еще? Сейчас мы выдвигаемся в сторону Улан-Удэ. Улан-Удэ, и там мы будем к вечеру. Наверное, там и останемся, походу, да? Может быть. Ага. И очень хочется увидеть Улан-Удэ вообще, вот попробовать местную национальную кухню, по священным местам пройтись тоже, И, что делать-то? Чуть задерживаемся, но зато Байкальск, вот мы приезжаем в Байкальск, заезжаем, то есть, до встречи в Улан-Удэ. И прикиньте, кстати, я чуть рюкзак не оставила в кафешке. Ужас. Мы выехали, в сторону Улан-Удэ, такие едем, и потом, чего-то не хватает. Такая, ноги так свободно сидят, и я такая, блин, где рюкзак? И все, вспомнила, я захожу в кафешку, и там девушка стоит, официантка говорит, вы рюкзак забыли? Я говорю, я в Якутию чуть без рюкзака не уехала, а там все паспорта, все документы. Наконец-то я посвежела, так хорошо. Писали, кстати, в комментариях о том, что вот Ника, конечно, она выглядит намного моложе, извините, Лена. Я вообще не обижаюсь, честное слово. На самом деле мы с ней ровесницы. Тоже 37 лет, пожалуйста. 37. И вот Ксюша тоже 37. Мне через 2 недели исполнится 38. И в принципе нормально отношусь к своему возрасту, вообще без претензий. Но просто иногда пишут, что Ника мой сын, а Ксюша моя внучка. Ребята, местами идут ремонтные работы, пробки иногда возникают. Ничего страшного, едем дальше. Заметили, вот с Владивостока много едут машин. Вот тоже Владик. И мы по дороге в Улан-Удэ стоим в пробке. Там говорят то, что ой, что случилось? Яндекс.Карты пишет, что там авария. Ужас, это что за авария такая, в которую ты не можешь вот с двух сторон перейти. Так, сегодня у нас в планах доехать все-таки до Улан-Удэ, потому что мы выехали с Байкала что-то поздненько. Сейчас давайте посмотрим, что там вообще происходит. Спецом взяла 15-й iPhone. Так, давайте приближаем. Что там происходит? Видите, вот мы все стоим. И там еще что-то я с той стороны никого не вижу. Непонятно, что происходит. Ладно. Очень надеюсь, что там ничего серьезного. Ладно, будем ждать. Что делать? Мы никак не можем повлиять на эту ситуацию. Вот столько нас человек. И вот мы... Поговорила я с одним из дальнобойщиков, говорит, что полчаса уже стоят. И походу там контейнеровоз сбил 2 легковушек, и водитель был пьяный. Я не знаю. Дошла до начала пробки. Мы добрались до места ДТП. Дороги делают еще вот ДТП. Жесть. Ребята, вообще ужас. Ой, надеюсь, без жертв обошлось. Ой, Наган, где? Ой, ужас, вообще ужас. 2 легковушки живот. Это контейнеровоз сбил
двух легковушек. Ужас. И вот все стоим. Будьте осторожны, бдительны. Даже если водитель ас, в любом случае. Ребята, мы все еще на пути к Улан-Удэ. Смотрите, поезд. Я никогда не перестану удивляться таким картинам. Поезд, машины, природа. И все это параллельно происходит. Прикольно. Друзья, на камере не видно, да, вот, но асфальт здесь красный, красного цвета. Осталось 20 километров до Улан-Удэ. Ой, как красиво, посмотрите. Ну, вживую, конечно, это просто очень красиво. Ну, вообще, природа супер. Там речка, да? Ага. Ой, вообще. Смотрите. Так жалко деревьев вообще. Ребята, мы прибыли в Улан-Удэ, посмотрите. Ну все, дальше поехали. Степная протока. Ага, вот. Снова мост. Так замечательно проезжать мост, я вам скажу. Вот. Ой, как красиво. Итак, мы в Улан-Удэ на бурятском. Это звучит, по-моему, Улан-Удэ-Хото. Улан это означает красный. Может быть, это как-то относится к красному цвету асфальта, да? Удэ это вот названо в честь реки Удэ, притоки Селенге. Еще вот до 1934 года, оказывается, Улан-Удэ он назывался Верхоудинск. Верхоудинск, по-моему. Ага. Ну, если что, я думаю, кто-нибудь из бурятов будет в комментариях, можете меня исправить. Численность населения именно города 430 тысяч человек. Посмотрите, какие деревья красивые. 430 тысяч человек, 50% из которых это русские и 30% это буряты. Сейчас мы едем в драматический театр, ну вот так проездом поедем по центру, и хочется увидеть, конечно же, Датсан. Ага. За городом есть Датсан. Сейчас, конечно, все Датсаны закрыты, мы выехали слишком поздно. Конечно, жалко, но ничего страшного. Так, теперь мы будем снова проезжать мост. Это уже река Селенге. Как выглядит вообще, посмотрите, вот город какой. Ага, такой большой. О, смотрите, как красиво. Ага. Итак, площадь Победы, походу. Лобовое стекло Ника убрала, помыла. Дворники вообще не работают нормально, они чистят. Вот приходится тряпкой вымывать. А так, ух ты, трамвай, красивый такой. Бабочки камикадзе. Бабочки камикадзе вообще по всей дороге. Ага. Как не чистишь, все равно оно становится, лобовое становится сразу грязным. Бабочки камикадзе просто везде. Ребята в моменте рассказываю, короче. Только что сфотались, ага, и заходим, и Ксюша говорит, а вот эти палочки называются дворники, да? А мы постоянно, лобовое вы видели, насколько оно грязное? И я говорю, ну да, это дворники. И она такая... А я все думала, почему вы доколупались до дворников и почему они обязаны вам мыть окна? Я вообще только сегодня поняла, что мы имеем в виду дворники, которые вот на машине. Вообще, защитница дворников, молодец. Почему вы доколупались до дворников и почему они обязаны мыть окна? Вообще, это так прикольно быть ребенком, наверное. Все у тебя впервые. Теперь ты знаешь, что такое дворники. Вот так. Кстати, ребят на мотоциклах много. Ага, и регион 03.
Смотрите, какое интересное здание. Люблю я здания, где вот есть какие-то вот национальные орнаменты, свои какие-то вот самобытные. Алло, Господь. Ага. Ага, какие-то избила в смысле просто. Ну ладно, ничего. Короче, люблю я вот такое вот, где что-то такое веяно именно национальными узорами, национальными какими-то строениями. Ну вот, мы все дальше едем. Плавно поверните налево. Плавно поворачиваем налево. Специально припарковались, чтобы посмотреть на тот сам. Смотрите, какой он красивый. Сейчас, правда, все закрыто. Ну, хотя бы вот так увидеть. Интересно, что тут написано. Все, ребята, короче, все, отмена, все, их не будет. Кафе не работает по техническим причинам. Это уже второе кафе, где мы хотели покушать бузы. Мы приехали в Улан-Удэ и уезжаем без буз. Город засыпает просто. Сейчас 9:30 вечера. И все. Заведение с бузами. И они работают до 9. Вот единственное, которое работало до 10. А нет. Вроде до 2 там было написано 2 гисень. Ну вот. Еще там. Где, по-моему, у всех мясо закончилось, у бузных. Поэтому по техническим причинам не работает. Где? Вот чашка дембар. Ну, пошли. Пешком можно, да? Пешком 5 минут. А, нет, давай тогда на машине, да? Ага, ну все. Ну ладно, Бог любит троицу, попробуем в 3-й раз. Но если нет, Ника, давай голодными засыпать уже. Так, мы 3 раза попытались найти бузы, но не нашли. Все, баста, хватит. Бузы не идут к нам, да, Ника? Ага, ну и мы решили все. Ну хорошо то, что мы в любом случае пробовали домашние бузы, бурятские. Благо есть друзья буряты, и это круто. Но все равно хотелось бы в Улан-Удэ, конечно, побывать и покушать бузы, но чего не случилось, того не случилось. И хочется как-то сегодня уже все отдохнуть, покушать, отдохнуть. Ага. Потому что такой день прошел, можно сказать. Прошел такой день, можно сказать, насыщенный на события. Сегодня же еще 21 июня, а это день солнцестояния. И в этот день все Сахалар празднуют именно вот настоящий Исых. Дорогие мои земляки, Сахалар. И в этот день нельзя ругаться, нельзя материться, нельзя ссориться. И вообще, священный день считается. И сегодня еще вот этот ДТП было, вообще жесть, и вообще, страшно. Там ужас, что творится. Надеюсь, все хорошо. Что еще-то? Еще вот этот лесной пожар. Тоже лесной пожар мне вообще не нравится эта тема, потому что, кому она будет нравиться, да? Но с лесным пожаром мы, конечно, в Якутии тоже знакомы, тоже сталкивались почти ежегодно, летом сталкиваемся с этими событиями. И это, конечно, очень трагично и плохо, конечно, все. И вот такой день проходит, насыщенный, но в любом случае хочется искать что-то хорошее. Вот. Ну, все. Аз бол сын. Сейчас будем кушать. Рады тому, что имеем, как говорится. Все. Сау болыңыздар.